Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте, мои хорошие, сегодня сделаем отсыпочку на вас и для вас. А тема звучит так. Что случится, что произойдет с минуты на минуту, со дня на день. Смотрю на 2-3 дня. Загадайте, пожалуйста, на себя. Назовите свое имя. Так и спросите. Что произойдет? Чего мне ждать с минуты на минуту, со дня на день? И давайте будем смотреть. Я думаю, все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Посмотрите, какой-то мужчина перед вами кланяется. Так, мужчина либо виноватый, либо мужчина желающий, страстно желающий вам сделать приятно. Смотрите, прям кланяется перед вами, целует вам ручки, на коленочки встает и произносит речь. Очень интересный разговор. Разговор, который сделает вас счастливой девочкой. Вот прям душа распахнется. Так он вам хорошо сделает. Такие добрые слова вам скажет. Вот проявится так, как не проявлялся никогда. Девчоночки, если вы в паре, в браке, пожалуйста, ваш мужчиночка перед вами будет хвостик распускать. Если вы без отношений, ждите, но просто буквально, да, в течение там нескольких часов, нескольких суток появится тот, кто любит, и прям расскажет все как есть. Вот люблю, не могу, хочу быть с тобой, ты для меня единственная и самая лучшая. Вот, смотрите, какой хороший мужчина. Молодец, молодец. Главное, что вы будете счастливы. Главное, что вам именно это признание, либо это ухаживание, этот разговор будет очень-очень по душе. Так, идем дальше. Здесь у меня парочка веселая. Какие-то два человечка, ну, скажем так, шалтай-болтай, да? По жизни ничего особо не делают серьезного, каких-то результатов не дают, но очень эмоционально и много об этом говорят. То есть вас либо куда-то будут пытаться втянуть, привлечь, завлечь, уговорить, опять же таки, да, в какое-то вас дело хотят втянуть, впутать. Значит, там все пусто, сразу говорю, даже и не тратьте свое время. А вам, в принципе, интуиция подскажет. А может быть, кто-нибудь из ваших близких, да, родня подскажет, скажет: ой, они дурачки, с ними не ходи, с ними дел не имей. Ну, очень красиво рассказывают. Но это все неправда, это все пустое. Просто пустое. Обращайте внимание, два человечка, две подружки, два коллеги, может быть, какие-то, ну, я не знаю, работодатели, может быть, какие-то агенты, там, завлекалы и прочее. Девчоночки, обходите, стороной обходите. Вот не надо даже в разговор вступать. Они такие, они шустрые, они могут уговорить. Тут могут, знаете, как на психику влиять. О, дай Боже. Поэтому лучше обходите этих людей. Пустые. Потратите время, потратите деньги. Вот, да, могут и на деньги развести. Результат будет в лучшем случае никакой, в худшем случае в минус уйдете. Ну и по деньгам, кстати, и по времени. Вот. И потом сами будете на себя обижаться, что вы не отказались, да, что вы пошли на всю эту аферу. По-другому тут и не скажешь. Ну да, по троечке им третий нужен. Вернее, как, им не третий, а третьего хотят завлечь, чтобы на третьего все перекинуть. Вот, так что будьте поаккуратней. Так, и слушайте своих старших родственников. Вот, они вам дурного не посоветуют. Идем дальше. Здесь вот знак вышел денежный. Денежный у вас. Деньги как на руках. Либо вы будете думать о том, чтобы вам на руки деньги получить. Сразу хочу предупредить, здесь могут быть проблемы. Проблемы очень серьезные. Не с первого раза, с большими усилиями. Но получится.
Получится. Вы, главное, не отчаивайтесь, вы, главное, не сдавайтесь. Если у вас есть цель, если у вас есть задача, что бы вам там ни говорили, идите и денежки свои забирайте, либо обменивайте. Если вы этого не сделаете в ближайшие 2-3 дня, мои хорошие, вот локоток, да, но не укусишь. Вот, чтобы этого с вами не произошло. Вам прям в центр положили и предупредили. Деньги должны быть у вас в руках. Вот что хочешь, делай, да, но деньги свои получи. Получи, либо обменяй. Я не могу сказать, кто-то будет обменивать, да, валюту, может быть, вам нужно получить, а может быть, вам нужно, наоборот, обменять на локальные деньги. А может быть, вам нужно забрать свои деньги со счета, с банка, перевод какой-то получить. Понимаете, здесь надо добиваться. Я вижу, что вам тут прям путы будут ставить, барьеры, блоки, прям отказывать будут. Говорить, нет и все, нет, не работаем, закрыто. У нас нету, будут ссылаться на какие-нибудь там, не знаю, постановления, законы. Ну, там люди знающие, да, знают, как отказать. Вы, главное, не слушайте, пробивайтесь. Если, еще раз повторюсь, вы этого не сделаете, вот эту финансовую, скажем так, операцию не провернете, не осуществите, то плохо будет, да. Я не хочу никого пугать. Я со своей стороны, конечно же, запечатаю этот рисунок, сделаю обрядик, чтобы облегчить вашу ситуацию. Но вам ручки опускать нельзя, надо бороться. За себя, за свой интерес нужно бороться. Если эту операцию финансовую будет проводить, например, ваш супруг, ваш, например, сын, дочь, там, не знаю, мать, отец, то же самое говорите: мама, стой на своем, да, сынок, добивайся, мужу, любимый, давай, я в тебя верю, получится. Главное, не сдавайся. Иначе потерять очень много можете, очень много. А время такое тяжелое, ну зачем еще терять, понимаете, на ровном месте можете потерять. Да, вы все равно это сделаете. Рано или поздно вы вот эту операцию провернете. Но результат, он, понимаете, вас не порадует, он огорчит. Я не хочу, чтобы вы огорчались. И песочек, видите, как подсказывает. Высшие силы говорят, давай вперед. Так. То же самое, кстати, если вам не будут выплачивать что-то, может быть, пенсию, зарплату, вы должны идти и требовать. Вот знаете, как говорят это выражение, за грудки трясти. Да, трясти, пока не выдадут. Это очень важно для вас. Так, идем дальше. Какие-то спутанные дороги вышли. Спутанные, напутанные. Здесь кто-то ошибся. И вот все, знаете, комом пошло. Комом. Чья-то ошибка, одного человека ошибка. Но это может быть как с вашими делами, так с вашей работой, так и с какими-то документами. Готовьтесь к тому, что придется этот клубочек вам распутывать. Если не вы, то никто. Ну, вот такая постановка вопроса. Мне очень нравится, что песок прям предупреждает и указывает на узкие места. Прислушайтесь, пожалуйста. Один ошибся, сидит, молчит. Знаете, вот как крыса такая, в угол забился, молчит. Знает, что он где ошибся, да, знает, как исправить, но никому ничего не говорит. Это какой-то мелкий клерк, мелкий служащий, там не начальники, не руководители, а вот именно мелочь пузатая. Человек совершил ошибку, боится, что его там, не знаю, погонят, турнут, оштрафуют, неважно. Важно, что из-за вот этого маленького клерка, мелкого клерка, у вас могут быть проблемы. Лично у вас, для вас. Поэтому, мои хорошие, распутываем этот клубок, решаем вопросы. Если нужно несколько раз ходить, идите. Если нужно съездить несколько раз, едьте. Если нужно как по новой это все, да, запустить, запускайте. Вот. Важно все доводить до ума. Вот обязательно доводить до ума. Не бросайте на полпути и не сдавайтесь. Вот, у вас все получится, у вас есть эта сила. И помните, что удача любит смелых. Вот, запомните эти слова. И каждый раз, вот, каждый момент, когда вам очень сложно, вспоминайте эти слова. Идите только лишь вперед. Так, интересно. Здесь какие-то встречи идут. Встречи под эмоциями. Возможно, это встреча с прошлым. Кто-то из прошлого объявится, появится, случайно с человеком столкнетесь. Вот. Вас что-то с прошлого не отпускало. У вас какие-то мысли были, сожаления. Знаете, вы так думали: ох, если бы я там осталась, да, или если бы я там еще раз что-то там сделала, попробовала.
Как если б да кабы, да, на носу росли грибы. Вот что-то вас из прошлого не отпускало. Человечек из прошлого появится и вам все по полочкам разложит, так и скажет. Как хорошо, что ты выпрыгнула из той ситуации. Знаешь, как нам плохо пришлось. Знаешь, как беда, да, беда пришла, горе пришло, как людям тяжело было. Очень много узнаете. У вас вот эмоции такие, знаете, вот радость от встречи с этим человеком будет сменяться на грусть и печальку. Вот. И прям задумайтесь, как велик наш Бог, как высшие силы вводят добрых, хороших людей, как отводят от беды, как помогают, как выручают. И иногда, когда нам кажется, что высшие против нас, да, заблокировали, не пустили, отрезали пути возврата, на самом деле в этом есть величайшая мудрость, мудрость и спасение. Вот, мои хорошие. Тут, кстати, философствовать будете. Вот, знаете, сядете сами с собой, так посидите, подумайте, скажете, да. И все-таки высшие меня любят. Любят. Боженька мне помогает и не оставляет. Грустненько, грустненько, но тем не менее. Понимаете, будет над чем задуматься. И, возможно, даже что-то пересмотреть в своей жизни. Это тоже очень важно. Так, девчоночки. Девчоночки, какой-то кавалер. Кавалер такой красивый. Форму одетый. Форма. Это может быть полицейский, военный, не знаю, охранник может быть. Может быть он, я не знаю, железнодорожник, да, вот кто, пилот, да, кто носит форму. Ой, мужчина, очень красивый мужчина. Проявит к вам интерес, вот прямо подойдет. И, знаете, подойдет с какой-то просьбой, либо с каким-то вопросом. Типа отвлечь внимание. Отвлечь внимание, там, присмотреться к вам, там, обратить внимание, если у вас там колечки, там, да, замужем, не замужем. Вот очень интересный мужчина. Вы, главное, не теряйтесь, потому что вижу, что вы можете просто растеряться от неожиданности. Вы улыбайтесь. Не знаете, что сказать, просто улыбайтесь и подмигивайте. Вот, это поможет. Обязательно дайте свой контакт. Обязательно. Потому что мужчина очень интересный. И если у вас любовного романа даже и не состоится, то поверьте, этот мужчинка, он непростой. Может быть, чем-то выручить, поможет, подскажет. Там, связи, возможности, да, кто его знает. Он вам идет именно полезным, понимаете? Вот какую-то пользу несет. Давайте свои телефоны, не знаю, там инстаграмы, чем вы там пользуетесь, да, социальные сети, все давайте. Обязательно давайте, не пожалеете. Так, сон кому-то приснится, очень интересный сон. Сон, который предскажет либо исход из вашей ситуации, да, как у вас все разрешится, либо предскажет ваше будущее. Особенно актуально для тех, кто вот ходит уже, не знаю, тут время такое продолжительное, ходит, мается, вот в голове прям такой вопрос, прям в мозг врос вам этот вопрос, покою вам не дает. Придет сон, вещий сон, который вам ответит, либо подскажет, да, даст указания. Может быть, вы очень переживаете за какую-то ситуацию, прям нервничаете, трясетесь, вот, а приснится вам результат, да, либо приснится ваше будущее. Мои хорошие, запоминайте сны, и чтобы такой сон вам приснился, вот я еще такой вам советик дам и подсказочку, старайтесь ложиться спать до полуночи. Желательно вот в 11 часов, чтобы вы уже спали, вот, и как раз вот полуночь идет у нас с 12 до 3 часов, вот приснится вам такой сон. Именно это время идет. В это время, кстати, вас посещают духи вашего рода. Кстати, да. И какой-то интересный дух. Дух какой-то интересный, очень сильный дух. Вот кому-то придет дух, ответит на ваш вопрос. Может быть, вы думаете об этом человеке, либо вас тяготят какие-то вопросы по поводу этого человека. Вот его дух придет и вам ответит. Время, запомните, с 12 до 3 часов ночи. Вот, старайтесь в это время спать, чтобы увидеть вещие сны. Так, еще момент. Момент связан с какой-то едой. Еда, нехватка еды, мало еды, какие-то проблемы вот именно с едой. Может быть, неожиданно гости придут, а вам нечего будет на стол поставить. Либо вы кому-то задание дадите скупиться, а человек не купит, профилонит. Вот, вижу, что у вас прям такое настроение не очень.
Вот, вы переживать будете. Старайтесь запасать еду. Кстати, как вариант, может быть, то, к чему вы привыкли, либо то, что у вас там в запасах закончилось, на какое-то время исчезнет, да, исчезнет там с прилавка в магазине, либо очень сильно вырастет в цене. Не могу сказать, что все тотально подорожает, но вот именно то, к чему вы привыкли, то, что вам нравится, то, что является основной частью вашего ежедневного рациона, вот здесь могут быть какие-то нехорошие случаи. Поэтому старайтесь делать запасики, видите, что есть в продаже, да, покупайте. Допустим, давайте самый обычный пример, там гречка, да, гречка. Вы любите гречку, может быть, на гречневой диете сидите, там диетка у вас такая, вот там по здоровью. Вы ее всегда покупаете, вот она у вас закончилась, вы идете в магазин, опа, нету, либо она стоит там 5 раз дороже, чем была. У вас просто стресс, шок, и вы не понимаете, что с этим делать. Вот, поэтому делайте запасики. Вот что вы кушаете, что вы потребляете, что для вас важно, именно здесь запас. И не надейтесь, что кто-то вам купит. Не купит, нет, там 100% не купит. Надейтесь только на себя. Так. Животное, какое-то животное у меня вышло. Какая-то милая мордашка. Просто лялечка, а не животное. Мои хорошие. Если у вас есть животное, ваше животное подарит вам прекрасные моменты, вот удовольствия, радости, снимет стресс, переживания, заставит вас переключиться. Я вот вижу, да, ваше настроение, ваше состояние сегодняшнего дня – это тревога, это переживание, это непонимание, что ждет вас, буквально там через пару часов, да, что будет со мной, что будет в моей жизни. Вот у кого есть животное, вот прям животное как чувствует, думает, ой, что-то плохо моей хозяйке, да, либо моему хозяину. Вот возьму я, порадую. Может быть, какую-то команду новую освоит. Может быть, какую-то особую нежность и ласку к вам проявит. Вот я вижу, что вы прям умиляетесь. Смотрите на свое животное, гладите и умиляетесь. Так хорошо вам на душе становится. У тех, у кого животных нет, вас чужое животное, может быть, даже бродячее животное, вот, заставит поулыбаться. Вот получите массу положительных эмоций от общения с живым существом. Живое существо идет. Так, у кого будет желание взять живое существо домой, я вас поздравляю, это правильный выбор. Берите, не пожалеете. Это будет ваша радость, это будет ваша отдушина. Это будет неиссякаемый источник положительных эмоций. По большей части, да, по большей части, не буду вас тут обманывать, да, по большей части, да. Да, будут моменты, там, не там накакал, не здесь написал, но это мелочи. По сравнению с той радостью, которую животное вам будет дарить, это просто мелочи. Так, какой-то предмет, может быть, это какой-то аксессуар, даже может быть украшение, вот там, не знаю, цепочка, браслетик, сумочка маленькая, кошелечек, редикюльчик, не знаю, там чехольчик, да, какой-то предмет очень важный и ценный для вас. Вы либо найдете, вот дома потеряли, думали, что все, где-то на улице потеряли, пропало. Найдется. Вы либо дома найдете, либо кто-то найдет и вам передаст. Вот прям порадуйтесь. Кто-то в этом увидит знак. Может быть, передаст тот, с кем вы, например, давно не виделись, либо не очень хорошо расстались, а человек принесет, скажет, вот это твое, я думаю, ты переживаешь без этой вещи, она тебе нужна. Вот, какой-то предмет станет источником радости, радость идет. Так, кто у меня недавно получил определенную сумму денег? Определенная сумма, зарплата, какая-то компенсация, выплата, пенсия. Пересчитайте свою сумму денег просто немедленно. Пересчитайте. Запомните, сколько у вас денег есть. Вот, важно, это очень важно. Не могу сказать причину, и не хочу, чтобы это исполнилось, но вам нужно обязательно сделать так, как я вам сказала. Хотите, остановите видео, пойдите посчитайте. Хотите, досмотрите до конца, пойдите посчитайте. Хотите, выключите видео, пойдите посчитайте. Очень важно пересчитать деньги, знать, сколько, точную сумму, да, сколько у вас денег есть. Так, и, пожалуйста, переложите в другое место. Не там, где это у вас лежит, вот сейчас прям, да, а переложите в другое место. Главное, не забудьте куда. Вот, надо сменить место и надо знать точно сумму. Если вдруг что,
Ну вот прям скажу, это кто-то из родных. Родных, кто в доме с вами, да, близких, самых близких. Я надеюсь, что этого не будет. Сейчас буду закрывать. Я вот и эту проблему буду закрывать, и эту буду закрывать. Но, тем не менее, я вас предупредила. Так. Интересно. Какая-то подруга, женщина, соседка, родственница с какими-то просьбами будет к вам обращаться. Просьбы, именно просьбы. Что-то будет просить. Ну, начиная от того, чтобы там с ней куда-то сходить, и заканчивая вот у вас что-то взять, одолжить. Не давайте, не давайте. Любые предлоги придумывайте, не давайте. И с ней никуда не ходите. Что-то с этой женщиной не так. Вы знаете, такое впечатление, что на ней вот черное пятно стоит. Либо она очень поглаженная, либо на нее поделали. Она просто источает неприятности. Вот ей сейчас очень плохо. Ну, жаль ее, конечно, да, очень жаль. Но, девочки, она как заразная идет. Я понимаю, что звучит, ну, некрасиво, плохо, и нельзя так говорить, но вы пришли на мою отсыпку, я должна вас предупредить. Ну, не зря же вам эти знаки посылают. Старайтесь вообще как-то с ней поменьше. Посоветуйте ей сходить в храм. Если есть святая водичка, вот дайте лучше святой водички и свечу из храма. Да? Пусть умоется, попьет, свечку попалит. Ей поможет. Оно, знаете, как оно на нее легло, но оно сходит. И пока оно не сошло, оно как вирус, понимаете, зараза идет, зараза. Если она вас заразит, у вас тоже какие-то неприятности и неудачи пойдут. Вам это надо в такое-то тяжелое время? Думаю, что не надо. Поэтому старайтесь вот так на расстоянии. Не подходи близко. Да. Звучит, конечно, не очень, но поверьте. Но поверьте, отнеситесь так, как будто бы она, там, не знаю, гриппует. Да? Вы же не будете ходить с человеком, у которого грипп. Да, там, не знаю, целоваться, обниматься и пить с одной чашки. Нет. Вот очень похоже. Очень похоже. Так, будьте поаккуратнее. Она вот-вот, вы с ней недавно вот разговаривали, да? Возможно, вот встреча будет, возможно, вот будет вас зазывать куда-то, просить с ней пойти. Не надо. Придумайте любой повод, любую причину, тут и соврать не грешно, лишь бы вот с ней не близко не контактировать, ну уж тем более ничего не давать. Так. На работе, девочки, кто у меня работает, особенно кто работает в каком-то женском прям коллективе, женский коллектив, много женщин, что-то вас будут обсуждать. Обсуждать, прям, знаете, можете услышать о себе, краем уха услышать, либо, знаете, как вы заходите, а они раз и все замолчали, сидят вот как мыши, из-под лобья на вас смотрят, обсуждают. Обсуждают без злого умысла, просто вот... Это ваша очередь, да, они всех по кругу обсуждают. Это ваша очередь, и, ну, надо же о чем-то говорить женщинам. Вот они и обсуждают. Ничего дурного не говорят. Ну, знаете, такая нейтральная информация. И ни плюс, и ни минус. Ну, да, так бывает, но ничего страшного. В следующий раз вы уже будете с ними кого-то обсуждать. Это нормально. Злого, дурного вам там никто не желает. Да, там разные женщины есть, и овечки, и волчицы, но тем не менее, к вам отношение в коллективе хорошее. Так, здесь какой-то вот новый персонаж. Ну, тоже похоже, либо учеба, либо работа. Мужчинка проявляет к вам интерес, ну такой улыбчивый, шутки, прибаутки, анекдоты. Такой интересный, в принципе. Не то, что прям красавец, не то, что прям, звезд с неба не ловит, но тем не менее интересный мужчина. Ну, как, либо познакомитесь, либо поболтаете, очень приятно. Вот. Девочки, что хочу сказать. Смотрите, чтобы этот мужчина не стал источником ваших проблем. Может быть, как-то начальство неправильно к этому отнесется. Ну, допустим, подумать, что вы отлыниваете от работы, там, с мужиками флиртуете направо и налево, хотя это не так. Либо, например, кто-то приревнует, скажет, она там с мужиками, а я вот тут сижу такая вся красивая, ну хоть бы кто-то подошел. Нет. Вот могут быть моменты. Либо ваш, например, мужчина узнает, там кто-то ему что-то не так скажет, чтобы не было проблем. Да, не надо быть дикой, да, надо общаться с людьми. Ну, всему должна быть мера, всему должен быть предел. Но особенно с малознакомыми мужчинами. Я не вижу от него проблем, я вижу из-за него проблемы. Вот так вот идет. Ну, я вас предупредила. Так,
Мужья, девочки, мужья, вот возраст постарше, чем 40 лет, мужья. Знаете, обострение вижу, обострение по результатам, по достижениям, да, вот мужчинка задумывается, говорит: о, вот, считай, полжизни прожил, а результата никакой. Вы его не грызите, не пылите на него, даже если он там действительно чего-то не делает. Поддержите, не знаю, будьте милой, обходительной, ласковой будьте. Вкусняшечку ему приготовьте. Ну, мужчине нужна поддержка, девчонки. Если его не поддерживать, так он совсем захереет. Да? Даже на этой почве заболеть может. Постарайтесь, девочки, постарайтесь поддержать своего мужчину. Так, и еще очень важный момент. Вы ждете, вы чего-то ждете, либо кого-то вы ждете. Не могу сказать, кто вам эти люди, либо что за информацию вы ждете. И вижу, что придет один, опечалит, второй придет, порадует. Либо информация так будет приходить, одна печальная, вторая радостная, либо люди будут приходить, приносить вам, ну, я не знаю, письма, сообщения. Сначала попечалитесь, потом порадуйтесь. Так что, когда будете печалиться, не переусердствуйте. Знайте, что придет следом и радость. Вот это важно знать. Так, и кто надеется пройти на авось? Кто-то у меня здесь надеется в каком-то деле на авось. Не надейтесь. Вот честно вам говорю, не надейтесь, подготовьте запасной вариант. Поверьте, он вам очень пригодится. Вот этот ваш авось, он мимо проходит, а следующий вариант, да, запасной вариант, он у вас сработает. Вот то у вас точно сработает. Пусть у вас будет, ну, по крайней мере, 2 хотя бы запасных варианта. Вот придумайте себе. Это очень и очень важно. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.